Добрый день, дорогие друзья! Рад всех видеть вас на моем канале. Потихонечку хочу вам рассказать и объяснить о тех интересных знаниях, которые я получил на пути изучения психологии. И сегодняшний момент я хотел бы посвятить для раскрытия темы лени и тех способов, которые помогут ее побороть. На самом деле часто лень в нашей культуре, именно в культуре советского человека, идентифицируется с какой-то негативной, неприятной, каким-то низким и удивительно для многих неприятным оценочным моментом, будто это качество такого далекого, такого бестолкового человека. Но на самом деле лень – это не просто состояние человеческого настроения. Лень является по сути комплексом многих моментов, как биохимических внутри нашего организма, так и эмоционально-психологических, как наше душевное настроение. И поэтому хочется сказать, что нельзя ни в коем случае, как раньше мы бывало ругали людей за то, что они не могут сделать то или иное действие, за то, что они не могут добиться той или иной цели, просто называя их ленивцами или обзывая их бестолковыми людьми. Это не просто так. Сегодняшние изучения и научные изыскания нам ясно показывают, что есть много факторов, которые влияют на то или иное настроение человека. Хотелось бы сейчас объяснить вам, что есть три вида лени. Это первое. Эмоциональное. Когда человек эмоционально не может перебороть самого себя и из-за этого часто остается в одиночестве. В социальном понимании этого слова. То есть он, возможно, и имеет родителей, возможно, и имеет семью, возможно, и имеет какой-то объем коллег, товарищей рядом работающих, живущих, но при этом душевно он одинок, так как эмоционально ленится раскрыть свою глубину сердца. Во-вторых, интеллектуальная лень. Это когда человек не хочет развивать свое мышление, свое понимание этого мира, не хочет изучать, и из-за этой лени нередко страдает он в каком-то материальном плане. То есть не развивается, не получает более достойную оплату труда и не растет именно в социальном статусе среди людей. Третье – это физическая лень, которая чаще всего подвергается в нашем обществе этой критике. Это когда человек не работает над каким-то активным образом жизни, не спешит создавать вокруг себя активность, которая привела бы к полезной ситуации в его организме. И по этой причине, из-за этой физической лени, страдает его тело. Различные болезни, недуги, сложности, проблемы накрывают его с головой. И это очень серьезно и на самом деле нуждается в решении этой проблемы. Когда возникает вопрос, почему же человек ленится, из-за каких причин он не хочет работать над собой, то мы можем тут выявить несколько факторов, почему же человек боится перебороть лень. Во-первых, это страх неудачи. Человек на самом деле искренне боится потерпеть крах, что все те планы, которые он перед собой ставит, например, заняться спортом или, например, достичь какого-то уровня успеха в финансовом плане в своей работе, или же в эмоциональном плане, например, познакомиться с той или иной девушкой или с тем мужчиной, в этом случае он боится для себя искренне, что вот этот его шаг может сломать всю ту структуру, все то, что у него сегодня уже есть. И по этой причине он на самом деле
боится. И этот страх является самым главным тормозом в развитии человеческого движения и самым главным мотиватором в его лени. Страх. Во-вторых, прокрастинация. Говоря простым языком, желание оставить дело на потом. Ладно, сегодня не успеваю, завтра сделаю. Завтра не успеваю, на третий день, на четвертый день, через неделю, через месяц, через год. У человека есть такое неприятное качество постоянно желать откладывать свои действия. И из-за этой причины прогрессирует такая неприятная для нас вещь, как лень. И поэтому прокрастинация, с одной стороны, она имеет и тоже биологические причины, но если она исходит от психологических, то она проблема на самом деле решаемая абсолютно. В-третьих, это отсутствие должной мотивации. То есть человек не мотивирован прямо искренне, полной душой достичь того, что он хочет. И из-за этого развивается лень. Он не хочет достигать этого, потому что он не замотивирован. То есть, если человек не хочет быть богатым, он не мотивирован быть таким обеспеченным, то в этом случае он не будет к этому двигаться, и лень его будет тормозить. Если человек не мотивирован быть здоровым, красивым в теле, чтобы его фигура, чтобы его руки, ноги выглядели замечательно красиво, если не мотивирован, то он не будет развиваться, и это как раз послужит для его лени прекрасную службу. В-четвертых, есть понятие перфекционизма. Перфекционизм – это когда человек желает довести то или иное действие до идеала. Это замечательно, это хорошо. Перфекционизм по своей сути это одно из величайших развитий человеческого существа. Но перфекционизм часто бывает той причиной, которая заставляет человека работать лень. Потому что он говорит: я не смогу идеально это сделать. Я не смогу, как отличник, которого по всем предметам одни лишь пятерки, также довести свою жизнь до идеала. И поэтому зачем мне тогда стремиться? То есть не надо идти по пути перфекционизма. Почему? Потому что если ты пойдешь по пути перфекционизма, и если таковым человеком ты не являешься, то лень быстро одолеет тебя. В-пятых, низкая самооценка. Часто бывает с младенческого возраста либо родители, либо окружение, как в школе, так и на улице, с кем вы имели возможность общаться, давали вам явные знаки того, что они являются выше вас по статусу, а вы ниже их. И поэтому именно уже с детского возраста формируется идея о том, что у тебя ценность ниже по сравнению с другими людьми. И поэтому эта самооценка, которая часто имеется в огромном количестве людей, эта низкая самооценка побуждает людей быть ленивыми. У меня ничего не получится, потому что я не такой, как они. Потому что я не такой умный, я не такой сильный, я не такой умелый, я не такой быстрый или ловкий. Ну извините меня, кто знает, какой ты? Ты же еще себя не испытывал. Ты еще не проходил как раз те дороги, те пути, те действия, которые показали бы, какой ты являешься на самом деле. Шестой причиной является отсутствие четко сформулированной цели. То есть человек хочет быть богатым. Ну, богатым. Ну, ты же не определил пути. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Как к этому идти? И поэтому лень говорит: да у тебя ничего не получится. Все равно ты не знаешь, как туда идти. И поэтому как бессмысленно перепрыгивать через 4 или 5 ступенек, когда ты поднимаешься по лестнице, так же и бессмысленно пытаться развиваться, когда ты не имеешь четко сформулированных планов, целей. И в этом случае лень быстро одолеет тебя. Для этого мы должны четко сформулировать, что мы хотим, как мы хотим и каким образом мы к этому будем идти. И шестое, и хотел бы заключить, что это одно из тяжелейших моментов, это страх критики. Что нас будут критиковать.
что кто-то будет тыкать в нас пальцем и говорить: вот видишь, я тебе говорил, вот видишь, я тебе об этом уже многократно давал предупреждение, что на работе, что в семье, что в окружении, что среди друзей мы можем получить критику. И из-за этого человек на самом деле как раз боится, и лень достигает его. Он говорит: у тебя все равно ничего не получится, ты все равно ничего не достигнешь. И поэтому, дорогие друзья, вот эти 6 основных как раз причин являются теми демотиваторами, которые подводят нас к лени, которые демотивируют, которые ломают из нас изнутри. И лень, как какая-то неприятная субстанция, окутывает нас, и мы лежим. Зачем мне двигаться? Зачем мне развиваться? Зачем мне куда-то идти? Мне и так комфортно. Но на самом деле это не комфорт. Если нет прогресса, есть регресс. Если ты не развиваешься, ты идешь назад, ты не стоишь, ты идешь назад. И поэтому лень является на самом деле очень опасным и неприятным действием, над которым мы должны работать. Как я уже говорил, есть много причин лени. И если вот эти 6 причин, они больше связаны с психологическими и социальными причинами, то есть вторая, очень важная. Это биохимическая. То есть наш организм не вырабатывает в определенной степени важные и нужные те вещества, которые бы каким-то образом сподвигали бы нашу психологию, наш внутренний организм к тому, чтобы мы развивались. И поэтому очень важно, если ты хочешь перебороть лень, во-первых, дать просто полный анализ крови. И пройти полный скрининг для всего организма, который показал, где чего не хватает, где что бы ты смог бы добавить. На самом деле это, верите или нет, очень сильно помогает в том деле, которое мы спешим ради того, чтобы перебороть лень. Это очень и очень важный фактор. Кроме того, как я уже сказал, может быть причин внешнего фактора, когда вот люди или какое-то общественное, социальное явление тебя нагрузило. И в этом случае очень важно отойти от такой причины, от тех людей, от того общества, от той местности, которая каким-то образом заставляет тебя окутываться в лень, словно в одеяло. Безусловно, если ты живешь в каком-то сером городе, в какой-то серой панельке, ты живешь в какой-то страшной квартире, у тебя не будет желания развиваться, ты не видишь солнца, ты не кушаешь продукты, то есть которые наполняют тебя какой-то энергией, какой-то свежестью. Есть у тебя еда, макароны, котлеты, пельмени, то есть нету никакого развития, нету никакой яркости в жизни. И поэтому это тоже очень сильно влияет. И переезд человека, например, в другую местность, переезд человека от тех людей, которые каким-то образом унижают или принижают его личную самооценку, очень сильно влияет на то, чтобы человек оставил лень и начал развиваться. И поэтому, дорогие друзья, желаю всем успехов,